Приветствую всех на нашем канале. В предыдущих двух частях мы подробно разобрали удивительные грузинские архитектурные сооружения в оккупированной Абхазии, которые хранят историю и культуру грузинского народа. Если вы еще не смотрели эти видео, обязательно переходите по ссылке в описании. А сегодня мы продолжим наш рассказ и погрузимся в еще более удивительные уголки грузинской архитектуры в Абхазии. Как мы уже упоминали, практически все архитектурные памятники в Абхазии имеют грузинские корни. Это не случайно, ведь на протяжении веков эти земли находились под влиянием грузинской культуры, и даже древние абхазы, как свидетельствуют исторические источники, были частью грузинского народа. На протяжении веков Абхазия всегда была частью грузинского культурного, религиозного и политического мира, и это проявляется в ее архитектуре. Первое сооружение на сегодня — это Мюсерский храм или храм Вамбара. Интересное архитектурное сооружение примерно X века. Интересен тем, что находится в живописной области Мюсера, почти у берегу моря, далеко от цивилизации. Путеводители обычно подчеркивают его живописную заброшенность, увитость дикими растениями и даже уподобляют его иногда храмам Камбоджи. Про храм известно только то, что он построен в X веке или позже. Возможно, это фрагмент бурной архитектурной деятельности последнего западногрузинского абхазского царя Леона III, а возможно, что и нет. Это может быть архитектура эпохи Объединенного Грузинского царства, если построен после 978 года. Почему он построен в таком странном месте? Может быть, в прошлом тут было крупное поселение или даже город, хотя его признаков не зафиксировано. Кроме самого храма имеется лишь небольшая постройка и кусок внешней стены. Это мог быть монастырь, но в исторических документах такого монастыря тоже не зафиксировано. По типу это обычная базилика, но довольно большая. Его фасады сохранились плохо, и на сохранившихся участках не видно признаков резьбы по камню. С архитектурной точкой зрения ничего особенно ценного тут нет, и даже странно, что его иногда называют жемчужиной грузинской архитектуры в Абхазском регионе. Некоторой странностью можно назвать разве что большие окна на уровне второго этажа. Обычно таких в те времена не делали. Лыхненский храм Успения Богородицы или просто Лыхненский храм. Средневековый храм в Гудаутском районе Абхазии в черте села Лыхны, возле поляны Лыхнышта, и развалин дворца князей Шервашидзе. Интересный и некоторый необычный памятник грузинской архитектуры X века, сильно отличающийся от остальных храмов Абхазского региона. Есть памятники, о которых пишут много, но не по делу. Таков Лыхнынский храм. Обычно пишут, что он построен в X веке, но такая датировка мало о чем говорит. Инициатором постройки мог быть царь Георгий II, или Феодосий II, или Леван II, или царь Баграт III. До Георгия II храмов почти не строили, эпоха была сложная, но по некоторым данным Лыхнынский именно начало X века. У этого храма есть некоторые архитектурные особенности, которые делают его похожим на храм в Лоо около Сочи. В самой Абхазии таких храмов нет. В целом в Грузии тоже, не считая подозрительно похожего храма Иоанна Крестителя в Хварелии. Об обстоятельствах постройки мы не знаем ничего. В XIV веке храм был расписан фресками в византийском стиле. Это так называемый палеологовский стиль, который можно видеть в имерете монастыря Убиса. Они фрагментами сохранились до сих пор. Поздняя история храма известна плохо. В XVI веке в Абхазии начинает распространяться черкесская культура и северокавказское язычество, так как сюда начали переселяться абхазы. Поэтому церковная жизнь постепенно вымирает, а храмы или забрасываются, или превращаются в языческие капища. Но у Лыхнынского храма была одна особенность. Он был расположен прямо у дворца князей Шервашидзе, а они до XVIII века оставались по вероисповеданию
православными. Потом они все же перешли в ислам, но в его либеральной форме. Князь Келешбей, например, не препятствовал крещению своего сына Сафарбея. Когда Сафарбей умер в 1821 году, его привезли из Сохуми в Лыхни и похоронили при этом в храме, из чего следует, что еще в эти годы храм функционировал. После того, как российская армия взяла село и храм под контроль, церковная жизнь здесь понемногу ожила. В 1555 году император даже подарил храму икону. В 1866 году здесь же, около храма, началось Лыхнинское восстание и был убит полковник Каньяр. На его могиле построили часовню, которую видно по сей день. Храм интересен двумя интересными захоронениями. Здесь похоронен князь Сафарбей Шервашидзе, которого когда-то российские военные уговорили вступить в подданство Российской империи и свергнуть своего брата-исламиста Асланбея. Вторая могила его сына Георгия. Беследский мост или мост царицы Тамары. Средневековый мост через реку Беслу близ Сохуми. Единственный сохранившийся памятник грузинской гражданской архитектуры XI-XII веков подобного типа в Абхазском регионе. По мосту проходила дорога в горные долины. Мост имел важное военно-стратегическое значение. Об этом свидетельствуют развалины боевой башни, охранявшей мост со стороны моря. В 1935 году историки на боковой грани моста на тесенных плитах обнаружили надпись древнегрузинскими заглавными буквами, древней грузинской письменностью Асом-Таврули, которая гласит: «Христос Владыка, всячески возвеличь в обоих жизнях». Эта надпись относится по палеографическим признакам к XI-XII векам. В целом, такие мосты были распространены по всей Западной Грузии и северо-восточной Турции, в исторических грузинских районах Таук-Ларджети и Лазети. Их принято называть мостами царицы Тамары. По разным оценкам было построено более 30 таких мостов в период XI-XIII веков. Это был третий и последний объект на сегодня. К слову, в Абхазском регионе более 30 грузинских архитектурных сооружений и ни одного абсуйского. Поэтому, если вы хотите еще больше узнать об этом грузинском регионе, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Когда мы говорим об Абхазии, мы не можем игнорировать ее принадлежность к Грузии. Это сложная и многослойная история. Исследуя архитектуру, древние документы и исторические события, мы можем прийти к выводу, что Абхазия – это неотъемлемая часть Грузии. Спасибо за просмотр и до новых встреч!